Здравствуйте всем! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас, дорогие зрители, гости канала. Не забывайте подписываться, нажимайте на колокольчик и получайте уведомления о новых видео. Огромное спасибо заранее за ваши лайки, за ваши хорошие добрые комментарии, за вашу подписку, за ваши донаты. Земной вам поклон. Огромное вам спасибо. Мои дорогие, тема сегодняшней отсыпочки звучит так: что внезапно ворвется в вашу жизнь. Если тема интересна, посмотрите на песочек и загадайте. Прям так и спросите: что внезапно ворвется в мою жизнь. Вы также можете загадать сроки, но можете просто довериться судьбе. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую полезную информацию. Давайте же посмотрим, что так внезапно ворвется в вашу жизнь. Так. Ну, давайте по порядку, да, снизу пойдем. Во-первых, у вас идет исполнение мечты, исполнение желания, связанного с чем-то материальным. Смотрите, это может быть получение какой-то суммы денег, либо покупка чего-то там, недвижимости, либо автомобиль, да, вот что-то большое, ценное и важное. Вы знаете, как будто бы вы от кого-то ждали, а потом вот решили действовать самостоятельно, и все оказалось не так страшно, не так дорого, либо как-то вот вам вот прям подфартило, да, в том, чтобы вот эта ситуация осуществилась. Я вижу, что вы здесь что-то очень крупное приобретаете и получаете. Ваша мечта исполняется, но исполняется благодаря вашей воле и вашему, например, вложению, вашему усилию. Прям да, момент вот читается, да, что вам надоело ждать от кого-то, быть зависимой либо от кого-то, либо вот обещаниями жить, что да, я сделаю, я куплю, все будет хорошо, что вы сами делаете. И делаете вы вот прям для себя, и чему вы очень рады. Вот кому-то вы нос прям утрете этой ситуацией, кто-то прям будет очень сильно завидовать. Дальше. С другой стороны, я вижу у вас избавление от какого-то человека назойливого. Вот кто-то постоянно, вот как пиявка, да, к вам присасывался и постоянно от вас то энергию, то возможности, то деньги, то еще что-то у вас забирали, причем на постоянной основе. И вы в этих отношениях всегда были в какой-то зависимой форме. Хотя по факту вы от этого человека не зависите. Но человек вас всегда, ну, извините, меня раком ставил, да, и говорил, что нет, это так должно быть, ты там должна и прочее, прочее, прочее. И я вижу, что вы рубанете этого человека, что вам уже, ну, реально надоело. И такая вот возможность вам представится, что вы, ну, просто, не знаю, укажете человеку на дверь, причем на дверь из вашей жизни. То есть из вашей жизни вот внезапно, да, вот благодаря случаю. Случай такой достаточно, ну, щекотливый, да, вот он может быть немножечко такой с грустинкой, но тем не менее случай, который поменяет вашу жизнь к лучшему. Здесь, ну, как, знаете, как замена. То есть человека, который вам мешал, вы из своей жизни выкидываете, и в вашу жизнь входит человек, который вот прям пользу приносит, да, полезный, нужный, важный. И человек это тут как нельзя кстати в вашей жизни появляется, благодаря чему происходит вот эта вот замена. Дальше. Здесь очень веселая такая вот птица к вам летит. Какие-то вот приглашения, да, обычно по таким веселым птицам отыгрываются приглашения посетить какое-то вот заведение такого увеселительного характера, либо это праздники такие вот, типа, знаете, ну, не знаю, там концерт какой-то, какого-нибудь там стендапера, да, либо это какая-то веселая тусовка будет, да, либо это какое-то костюмированное представление, да, либо мероприятие костюмированное. То есть там, где будет очень много смеха, веселья, и вы там вот прям оторветесь, да, насладитесь и получите огромное удовольствие. Знаете, вот прям как в последний момент вам приходит это приглашение, вы вплоть до того, что, ну, обычно вы там готовитесь, покупаете там прекрасный, красивый новый наряд, там идете
в салон красоты, да, то есть как-то себя там прокачиваете в этом плане, а то вот прям в последний момент, да, вы как будто бы в последний вагон впрыгиваете, да, чтобы посетить это мероприятие. И знаете, вы вообще не будете париться о том, как вы выглядите, что на вас одето. Атмосфера этого места будет очень целительной и лучезарной, и настолько сильно вас наполнит, что вы поймете, что в принципе внешний вид, он ничего не значит, и не важно, что на тебе, важно, что у тебя внутри. Вы знаете, там вы очень хорошо проведете время, там вот смотрите, какие прекрасные люди вас будут окружать. Вы там не только расслабитесь, но вы и познакомитесь с какой-то группой людей даже. Это не один и не три, тут гораздо больше людей. Люди позитивные, люди открытые, и они очень простые. Но познакомившись с этими людьми, буквально там через, может быть, несколько дней, либо через несколько периодов времени вы осознаете, что это люди какие-то очень, я не знаю, важные, весомые, что у этих людей есть статусы, что эти люди там, ну не знаю, высокого ранга, да, вот какие-то очень интересные знакомства идут. Хотя вы вот будете по воспоминаниям, да, ассоциировать этих людей с такими вот весельчаками, простыми, открытыми, хлебосольными, да, такими радостными людьми. Вот этот момент вас поразит и удивит. То есть вы войдете как будто бы в какой-то, я не знаю, в новый эшелон, да, в какую-то элиту. Прям такие знакомства у вас козырные появятся, что, ну, вы раньше об этом даже, честно скажу, не мечтали, да, вот какие-то очень важные люди, вот знакомства, вот прям судьба сведет вас с этими людьми. В будущем, кстати, вот по вот этой луне, эти люди будут вам чем-то помогать, причем, может быть, даже помогут вам где-то себя устроить в хорошее место, на хорошую работу, где-то себя проявить, что-то получить, что-то, ну, как-то продвижение какое-то, какую-то, может быть, квоту на что-то, я не знаю. То есть здесь явно вам идет особый зеленый свет, да, открытая дорога именно вот как для избранных. Я не могу точнее это все пояснить, я как бы это чувствую, я вижу картинку, но видите, иногда проблемы с пояснениями. Но я за вас очень рада. Вот я чувствую, что вас будут переполнять вот такие позитивные энергии. Вы просто будете, не знаю, там, ну, смеяться громко, да, хлопать в ладоши. Вот насколько сильно вам повезет. То есть здесь именно везение идет через людей, через группу людей с определенным статусом, с определенным, ну как это сказать, да, причастием к какому-то миру высоких, знаковых, значимых и статусных людей. Вот так вот, мои дорогие. Так, дальше. Здесь внезапно произойдет ситуация того, что двое сойдутся в пару. Причем две противоположности. Два человека, которые могли долго дружить, либо могли долго друг друга знать, но при этом как бы в сторону любви даже и не думали. И тут судьба вас сводит, и сводит вас по большой страсти. И даже я бы не сказала, что это страсть, это больше как необходимость. Необходимость в том, чтобы любить и быть любимым. И с вашей стороны, и со стороны этого человека. Знаете, отношения начнутся в легкую, то есть при страсти, по желанию расслабиться, получить удовольствие, да? А закончиться могут эти отношения счастливой семьей, законным браком, и вот прям, не знаю, жизнь такая вот у вас счастливая, прям тьфу-тьфу, да, жизнь и дом полная чаша. То есть вот такой момент, неожиданно, да, вот ничего не предвещало, да, знал этого человека там со школы, вместе там учились в университете, да, то есть просто знакомый, просто сосед, да, и тут вот взгляды встретились, и такая страсть, искры, огонь. И вот мы вышли в то, что мы стоим у алтаря, да, и у нас вот свадьба происходит. То есть мы сходимся на то, чтобы прожить жизнь вместе. Вот прям счастливый случай, да, либо вот открытие глаз на человека, вот как, знаете, вот прям прожектор. Прожектором вас подсветят, и вам подсветят того человека. Вы вот прям не видя никого, сойдетесь, и ждет вас большое счастье. По крайней мере, я вижу здесь очень бурные, страстные отношения, которые, ну, они не будут бесследными. Это не пустые отношения. Эти отношения за собой несут продолжение. Продолжение в виде, например, беременности, либо продолжение в виде вот узаконивания, да, этих отношений, общей семьи, общих каких-то знаменателей. Понимаете, здесь не просто так люди сойдутся для того, чтобы время провести. Это именно идет
вот линия, да, судьбы, которая вот вы друг другу как перекресточек ходите, да, то есть вы должны сойтись для того, чтобы сделать друг друга счастливыми людьми. Вы потом очень много будете об этом говорить и думать, да, вот как, да, не зайди я в этот лифт, да, либо не пойди я в этот магазин, да, в эту кафешку, мы бы никогда не встретились. С этим человеком у вас все равно произойдут отношения. Дальше. Здесь вопрос между родителями и детьми. Внезапно вы узнаете какую-то тайну относительно ваших детей, либо ваших родителей. Да, вот так тоже бывает. Что-то от вас скрывалось, что-то от вас пряталось, что-то от вас утаивалось. Но вы должны отреагировать правильно. То есть вы не должны показать, что вы в шоке. Вы не должны показать, что вы расстроены, что вы плохо себя чувствуете. Наоборот, вы должны проявить участие. Вы должны по максимуму вникнуть в эту ситуацию, постараться помочь и решить, да, вот для либо мамы своей, да, родителей, либо для своего ребенка. Так что, мои дорогие, здесь очень важно, чтобы вы не перегнули палку и вот как это доверие, да, чтобы вот доверие сохранилось между вами и ну, либо ребенком, либо, да, родителями. Я вижу, что как бы на первый взгляд эта ситуация вас немножко шокирует. Потом вы подумаете и поймете, да, что в принципе не все так страшно, что все решаемо. И ну, очень хорошо, что все вскрылось, да, именно сейчас, в этот момент. Так, еще я вижу у вас какие-то предложения по работе, по рабочим вопросам. Здесь вы стоите, вот видите, с таким огромным молотом, да, кирка, как это правильно называется, и вы как будто бы куете что-то вот горячее, да, то есть может быть горячий металл, может быть события. То есть ждите, что у вас на вашей работе, на вашем рабочем месте, в учебе какие-то будут яркие события, где вы должны вот именно поработать этой киркой и ковать ситуацию либо события, пока они горячие. То есть, возможно, блеснуть своим талантом, блеснуть своим умом, блеснуть своими способностями, показать, что вы очень, ну, высококвалифицированный, эрудированный человек, что вам можно доверять, и что вы можете выполнять разные виды работы, что вы легкообучаемый человек, что вы сговорчивый человек, что вы, ну, такое доверительное лицо, да, можно вам довериться. Вы не подведете, да, свой парень, своя девчонка. Вот, обязательно это сделайте, потому что возможность по этой картинке идет какая-то замечательная. Причем возможность не только на сегодняшний момент как-то продвинуться, либо по зарплате, либо получить какие-то преференции на работе, но и возможность на будущее, на ваш будущий рост, на ваше будущее становление как профессионала, мастера своего дела. И даже если вам сейчас пенсия, да, буквально там год-два, неважно, важно то, что вы должны себя показать и не упустить эту возможность и этот шанс. Вот поверьте, пенсия — это еще не приговор. И лично я знаю людей, которые после пенсии очень активны, и многие бизнес открывают, и становятся очень успешными людьми. Вот вам нужен будет именно вот этот навык, да, навык группироваться и не пропускать возможности и шансы, которые к вам идут в жизни. Поэтому, мои дорогие, обращайте внимание. Дальше. Я вижу, что внезапно какой-то человек активизируется через годы. То есть просто тут расстояние в годы идет. Это может быть как и бывший какой-то, так и бывший, например, супруг какой-то, парень, жених, я не знаю, там просто поклонник, да, вот человек неожиданно через годы, через расстояние появится в вашей жизни, и человек будет за что-то вот извиняться, просить прощения, вплоть до того, что даже будет предлагать восстановить отношения, да. Будет там плакаться, рассказывать, как он жалеет о том, что там поступил с вами плохо, что там в свое время не оценил, да, там, не знаю, там обидел, бросил, да, ну, то есть как бы вот будет раскаиваться человек и будет просить у вас прощения. И, конечно же, будет предлагать вам какую-то компенсацию, либо тут подарочек какой-то может быть, либо действительно человек будет говорить: а давай попробуем еще, давай сойдемся, давай помиримся. И тут, мои дорогие, вы должны для себя четко понимать, если этот человек, которого вы ждали, ну, например, да, там всякое бывает в жизни, вот мужчины грешат тем, что они могут, ну, искуситься, да, на чужую постель, либо, к сожалению, так бывает, да, они падки на женщин и могут вот просто ни с того ни с сего, да, как бы в своей жизни вот прям такой резкий поворот сделать.
Вот если ваш муж где-то ходил, блудил и вот вернулся и будет просить прощения, я хочу, чтобы вы знали, что он действительно раскаялся. И этот человек будет всю жизнь чувствовать эту вину, и всю жизнь он будет стараться, чтобы эту вину загладить. Я просто почему это говорю? Я вижу, что вы тоже будете вот как, ну, я не могу сказать, что это прям неожиданно. Вы как будто бы в душе надеетесь на то, что человек вернется, на то, что одумается, на то, что извинится. И эта ситуация произойдет. Но вы должны четко для себя понимать, готовы вы простить, готовы вы искренне простить. Потому что если не готовы, то вы все равно будете смотреть на этого человека и вспоминать все то, что было между вами, и это будет вас ранить. Ну, соответственно, вы будете ранить этого человека. А если вы можете простить, то я вижу, что здесь люди могут сойтись, объединиться и, ну, просто заново, да, даже вот прям не на старом, да, не на руинах старого, а вот именно с чистого листа начать заново отстроить свою жизнь, свое счастье. И это будут уже совершенно другие отношения. Отношения другого уровня и отношения, которые принесут счастье и одному, и другому партнеру. Вообще это будут такие вот прям партнерские отношения. Ну, а кто-то просто вот получит сатисфакцию, да, что вот тот, кто меня обидел, сейчас в очень таком болезненном состоянии, ему плохо, пришел, тут начал исповедоваться, прощения выпрашивать. Да, все, испытайте вот такую, ну, может быть, не совсем корректную, но радость, да, радость от того, что человека жизнь нагнула. В принципе, я так понимаю, что вы имеете право, потому что я вижу, что человек вот прям будет действительно каяться, потому что обидел, потому что поступил плохо. Дальше идем. Вот главный ваш рисунок – это рисунок двух мостов. Два мостика. Два мостика – это две возможности выхода из каких-то, вот, может быть, трудных ситуаций, может быть, прорыв вот прям, да, в двух делах, в двух возможностях, в двух плоскостях. То есть вы в двух делах, в двух вещах найдете такую дырочку, да, замочную скважину, где вам откроется. Вы сможете вскрыть какие-то возможности и шансы, которые только вы сможете оценить и которыми только вы сможете воспользоваться. Я не знаю, как это правильно объяснить. Вот, да, идут два человека по дороге, и один человек видит блеск, да, на дороге, а второй ничего не видит. Один наклоняется, берет блестящую вещь, и оказывается, что это, например, золотая монета. А второй вот как бы просто он идет, там по сторонам смотрит даже и не смотрит под ноги, да, то есть ему это не интересно. Человек такой вот: иду куда хочу, перекати поле, бредет своей жизнью, и в принципе ничего не надо, да, как по течению плывет. А тот, кто смотрит по сторонам, тот, кто смотрит под ноги, тот, кто внимателен в мелочах, тот может и получать, и зарабатывать, и благодаря, например, своим вот этим вот навыкам, да, способностям и своей внимательности, да, человек может пробиться очень высоко и осуществить то, что другим не дано. Вот у вас две возможности будут в двух делах, либо в двух каких-то вот вариантах, может быть, в двух исполнениях. Я вижу, что вы ни одну, ни вторую возможность не упустите. И этим самым вы станете вот прям каким-то легендарным человеком, а вас будут говорить и вас будут ставить в пример. Будут говорить: вот видишь, как человек, да, казалось бы, в очень тяжелом положении, в очень тяжелой ситуации, но человек вот не сдавался, человек старался и вот смог выйти, например, там, из сложной ситуации, либо из должника превратиться там, в очень крупного, наоборот, кредитора, да. То есть из бедного человека стать очень богатым человеком, из, не знаю, там, простого работника на заводе стать там директором этого завода, понимаете? Вот такие возможности гениальные идут. Но прямо, знаете, как одна за одной будут идти. Смотрите в оба, будьте внимательны. Я знаю, что это ваша сильная черта. Вам вот именно будут такие вот даваться возможности, которые вы будете брать и реализовывать. То есть на голову, конечно, здесь не падает, к сожалению, но тем не менее, вот прям тема интересна, что возможность в руки попадает, а человек уже ее дальше раскручивает и превращает во что-то гениальное и, ну, вот прям как легенда, да, легендарная. Мои дорогие, желаю вам поскорее реализоваться, желаю я вам счастья, желаю я вам добра, всего самого лучшего. И пусть только самые прекрасные перемены будут в вашей жизни, вот внезапные перемены. Пусть вас радуют, пусть вас удивляют в хорошем толке. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Всем пока-пока.